Good to see you. Good to see you. Good to see you. Thank you. Glad to have you back. Mr. President, how are you? Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And I think it will be useful if I'll have some notes before our dialogue. It will help, I think. So first of all, thank you for invitation for our meeting. Thanks for all your support. And dear friends, dear congressmen, this very important opportunity to meet. And I'm grateful for the strong support from America for Ukraine, which is saving the lives of our people and helping to defend our independence and freedom. Thank you. We see that freedom rests on the bipartisan resolve and unity of the United States. It's truly important for everyone in the world to witness this. And we are at a crucial moment in this war. With Kursk operation, we have shown that Putin does not have enough strength to hold on when we really apply pressure. And that's why, especially now, we need truly strong pressure and strong positions for Ukraine to force Russia towards peace. And we prepared the plan, urgent plan, how to strengthen us on the way to victory. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Противник потерял до 235 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, боевую машину БМ-21, реактивной системы залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 44-й, 53-й, 63-й и 66-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Петропавловка, Вишневая, Першотравневая, Ольговка, Григоровка и Червоная Деброва. Отразили контратаку штурмовой группы 66-й механизированной бригады. Потери противника составили до 435 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 8 автомобилей, гаубица М198, 2 самоходные артиллерийские установки «Краб», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, пусковая установка РСЗО РАК-СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция контрбатарейной борьбы АН-ТПК-37 и 2 склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Южная» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны в районах Северска, Верхнекаменского, Краматорска и Николаевки. Противник потерял до 750 военнослужащих, 10 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 105 мм орудие М119, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Нота». Уничтожены 9 складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, скопление живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 5 реактивных снарядов «Химарс», 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Украинск. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад, 116-й бригады территориальной обороны в районах Леонидовки, Красноармейска, Щербиновки, Доброполья, Николаевки, Горняка и Тарасовки. Отражено 10 контратак штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины.
Потери вооруженных формирований противника составили до 670 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 2 152 мм орудия Д-20, 152 мм пушка Гиацинт-Б. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 118-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Новоукраинки и Золотой Нивы. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, 3 боевые машины пехоты, 7 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны, 124-й бригады территориальной обороны в районах Понятовки, Антоновки и Приднепровского. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, 10 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 152-мм гаубица МСТА-Б. Уничтожена радиолокационная станция П-19 и склад боеприпасов. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.